Сегодня, 29 мая, отмечается День образования ЕС. Как вы знаете, 29 мая 2014 года был подписан договор ЕС. И в прошлом году на Высшем Совете наш президент инициировал вопрос о том, чтобы отмечать этот день как День ЕС. И другие страны это поддержали. И с прошлого года это вышло распоряжение, соответственно, сегодня отмечается День ЕС. В рамках этого Государственной налоговой службой сегодня был проведен круглый стол, куда мы пригласили ассоциации, другие субъекты, которые непосредственно осуществляют деятельность между странами ЕС. Да, это вот кто экспортеры, импортеры, соответственно, ассоциации, которые так или иначе задействованы в этой деятельности. Сегодня обсуждался вопросы и по соглашениям, которые подписаны в рамках ЕС. Это соглашение о маркировке, в рамках которого Кыргызская республика ведет работу по маркировке товаров, участвует в получении кодов с Российской Федерацией, это вот по обуви, по продукциям легкой промышленности. Кыргызская республика осуществляет маркировку табачных и алкогольной продукции. Также в пилоте у нас работают и другие товары, которые должны маркироваться. Также мы обсудили вопросы, касаемые соглашения о прослеживаемости товаров. Как известно, в прошлом году проводили пилот для тех товаров, которые подлежат прослеживаемости. Да? В первую очередь это касается морозильников, холодильников, которые с 1 июля как пилотный проект идет. Также обсудили вопросы, которые в рамках соглашения навешивания навигационных пломб. Такие проекты у нас также в режиме пилотов проводятся. К примеру, экспериментальный проект по навешиванию навигационных пломб 3 государств, это вот Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана. Этот проект в этом году реализуется. А также обсудили другие не менее важные вопросы, которые сталкиваются наши налогоплательщики при импортно-экспортных операциях в рамках ЕС. И о планах налоговой службы по реализации этих проектов, по упрощению администрирования в рамках ЕС при взимании косвенных налогов, а также другие вопросы, которые касаются изменений, недавно принятых в налоговый кодекс. Налоговая служба с момента вступления в ЕС взяла на себя определенную ношу, ввиду того, что товары перемещаются уже не контролируются не таможенной службой, а именно налоговой службой. Были свои, естественно, проблемы, существуют барьеры некоторые в ЕС. Налоговая служба в этом нам постоянно помогает, с нами постоянно на связи, за это большое спасибо. Проблемы существовали и существуют частично в Казахстане. Государства пришли к соглашению о применении электронных счет-фактур. Была проведена большая разъяснительная работа. В этой разъяснительной работе мы тоже участвовали. Налоговая служба полностью разъяснили, как действовать участникам ВЭД. Сейчас на данный момент уже электронные счет-фактуры ввелись в действие, работают. Пока на данный момент есть положительные плюсы. Также налоговая служба инициирует применение электронно-навигационных пломб. Это их инициатива, чтобы был беспрепятственный проезд транспортных средств по территории ЕС. За это тоже отдельная благодарность. Надеемся, что так это все будет дальше продолжаться. Но, естественно, налоговая служба, мы это понимаем, налоги – это сила государства, на что государство живет, на что существует. Вся инфраструктура строится, и поэтому пополнение бюджета через налоговую – это роль каждого гражданина и долг каждого гражданина Кыргызской республики. Я думаю, в целом мы все же хотим развитый именно инфраструктурно Кыргызстан. Я думаю, все у нас получится.